Первый этап реконструкции столичной набережной официально завершен. Сейчас строители приступили ко второму этапу, который включает в себя завершение работ в исторической части и создание тенистого променада. Освещение, подсветка, проект, когда мы разработаем, там, скорее всего, будет и стекло у нас на основании, где-то будет выложен гранит. Будет также освещение, видеонаблюдение, громкая связь. То есть все, что было в проекте, практически останется. Крепость мы не останавливали, у них идут экскурсии, то есть мы специально разработали такой маршрут, чтобы не мешать крепости и, соответственно, проходу просто гостей. Исторической частью, чем она будет отличаться, то есть что будет материалы использоваться со старой набережной, старый камень, известняк, который будет облицован полностью весь парапет. А на новой части там уже идет гранит. То есть мы хотели создать именно старую набережную кусок, который будет восполнять историю. То есть вот что было 50 лет назад, то же самое мы хотим повторить. В исторической зоне продолжаются археологические раскопки. В скором времени здесь появится уникальный музей под открытым небом, где каждый сможет прикоснуться к истории. Работы ведутся при поддержке главы абхазской диаспоры Беслана Агырба и предпринимателя Батала Халваш. Археологам продлили сроки работы еще на 1,5 месяца. После завершения раскопок они совместно с московскими специалистами приступят к проектированию этого участка. Главная задача здесь сохранить подлинный исторический облик, чтобы жители и гости столицы могли наблюдать за процессом. Обустроены пешеходные дорожки, смотровые площадки и временный мост. В ходе реконструкции строители провели масштабную работу по замене изношенных подземных коммуникаций. После окончания работ здесь появится современное освещение и система видеонаблюдения. Отметим, что благоустройство этого 350-метрового участка ведется на средства абхазских предпринимателей. Ранее был завершен участок от здания МЧС до ресторана «Дэм». На участке уже после исторической части до ДЭМа, это тоже мы, соответственно, реализовали этот проект, уложили, полностью заменили все основание, уложили бетон, и после бетона, соответственно, мы уложили гранитную плитку, которую вы сейчас видите. Также был восстановлен парапет при поддержке города, администрации Сухума, и восстановлена МЧС, которая, соответственно, сзади нас. Полностью была проведена масштабная реконструкция этого участка. Главная задача архитекторов – бережное отношение к наследию столицы. Важно, что проект набережной прошел через общественное обсуждение. Горожане сами выбирали концепцию и даже тип гранита, который используется в отделке на участках. Также поддерживают реставрацию представители Башкирии и Татарстана. Наша задача заключалась сохранить исторический облик и сделать эту набережную, чтобы она прослужила 500 и более лет. Поэтому был выбран жителями города Сухум, был выбран самый белый гранит из тех, которые добывают в России. Гранит – это единственный материал, который остается на века. И получилось сохранить историческую правду и сделать набережную из качественного, прочного, долговечного материала. В рамках второго этапа набережная заметно преобразится. Здесь появится тенистый променад и будет проведено масштабное озеленение. В рамках второго этапа дан старт. Второй этап касается зеленой части, парковой части набережной. Там будет проходить тенистый теневой променад. Это дублер набережной, который будет проходить в тени с разными событийными площадками, с детскими игровыми зонами. Вот на территории, за которую отвечал аэропорт имени Владислава Григорьевича Арденба, нам установили новую сцену для города, стационарную, она будет постоянно здесь стоять. Высадили более 3000 зеленых насаждений. То же самое планируется сделать и в остальной части зеленых зон. То есть тут будет очень много, порядка 60 тысяч новых зеленых насаждений, будет уложено порядка 15 тысяч квадратных метров дорожек, тротуарных плиток, освещение новое будет
новые коммуникации, включают в себя водоотведение, водоснабжение, ливневки, новые трансформаторные подстанции. Более 230 фур гранита за 1,5 месяца завезли в Абхазию, башкирские самоцветы. И сегодня все это вот мы можем наблюдать. И как мы предполагали ранее, вот спустя какое-то время после открытия набережной мы понимаем и видим, что это сердце нашей столицы, что это место притяжения гостей и жителей. Оживает и пространство в районе памятника неизвестному солдату. При поддержке Сухумского аэропорта здесь появилась многофункциональная сцена, зоны отдыха и современная детская площадка, которая уже стала центром притяжения для семей. Привет! Ребята, как вам новая площадка? Очень хорошо. Вы здесь рядом живете? Да, рядом. Каждый день сюда приходите? Я каждый день часто. А раньше сюда приходить могли вот так кататься, играться? Нет. Все поломано. Раньше скучно было. А сейчас весело, да? Да. Очень интересно стало. И как вам новая площадка? Классная. Меня Максим зовут. А я Георгий. Откуда вы? Вы здесь живете? Да, мы вот в этом доме девятиэтажки живем, рядом. Девятиэтажки живем. Раньше могли сюда приходить так играть? Нет. Но теперь, когда его построили, мы приходим сюда часто. Да, каждый день. Каждый день приходите? А что больше всего вам нравится здесь, на этой площадке? Веселиться, кататься на блинчиках, на карусели, еще скатываться с горки. А теперь здесь очень красиво, интересно и можно играть. На данном участке меценатами являлся Сухумский международный аэропорт, инфраструктурное развитие. Генеральным подрядчиком являлись мы, Аквастрой Плюс. Нами совместно с инфраструктурным развитием было восстановлено более 1000 квадратных метров известкового камня, на котором мы сейчас стоим. Это историко-архитектурное наследие. Был восстановлен памятник неизвестному солдату под руководством главного скульптора республики Мирана Сардионовича Адлиба. Был заменен гранит, был поставлен газгольдер, установлен для памятного огня. Было постелено более 4000 квадратных метров плитки с гранитным напылением. Было более 3500 квадратных метров растительности зеленого газона высажено, постелено. Более 1000 кустов, кустарников, цветов и деревьев, в том числе римские пии, были высажены в этом парке. Много мафов, которые были в общей концепции со всем набережным Диоскурил. Установлено детские аттракционы, качели, более 60 столбов освещения парковой зоны. В ближайших планах строительство велодорожки протяженностью 1600 метров, прилегающей тенистой зоны. Сейчас мы приступили к выполнению работ по самому парку. Идут подготовительные работы, завоз материала. Так что все будет вовремя сдано, сделано. Красота будет. Прекрасный народ, красивое море, хорошие люди, добродушные, прекрасно относятся. Правительство нам очень помогает. Всем, что можем. Завершить мы готовимся по срокам у нас к 26 августа. Мы надеемся, что все будет, погодные условия нам поможет. Второй этап реконструкции в самом разгаре. С каждым днем набережная становится не только комфортнее, но и привлекательнее, сохраняя при этом свою неповторимую историю. Гугл Цавардания, Камила Джопуа, Иналла Сурия, Абхазское телевидение.